Капитальный ремонт образовательных учреждений в Коми идет с опережением графиков. Сегодня подрядчики трудятся на 7 объектах. Масштабные обновления ждут школы Сыктывкара, Краткеросского, Ижемского и Усть-Цилимского районов. В Сыктывдинском селе Пальвицы идет, пожалуй, самая большая переделка. Специальная комиссия проверила ход работ. Что увидели ревизоры, расскажет Виктория Палкина. Представители Минобрнауки региона, власти Сыктывдина, районные депутаты и обычные сельчане. За капитальным ремонтом школы в Пальвицах сегодня пристальное внимание. Подрядчик это понимает, а потому о своих планах и проблемах говорит открыто. Нестабильные цены на стройматериалы, перебои на самом рынке, проблем у строителей хватает. Но пока от графика они не отстают. Завершены подготовительные работы по отделке стен под покраску. В принципе, практически на втором-третьем этаже, в спортзале. Кровля спортзала завершена. Из масштабных, это отмостка, фасад. Панельное трехэтажное здание открыли в 1974 году. Своими силами район как мог поддерживал порядок. Но все понимали, капитальный ремонт оттягивать нельзя. А потому подготовили проектно-сметную документацию на перспективу. И здесь указ президента о масштабном ремонте устаревших школ пришелся очень кстати. Пока заявляются те объекты, которые были готовы и которые были включены в статистическую отчетность ООО-2 как объекты, нуждающиеся в проведении капитального ремонта. В настоящий момент мы совместно с муниципальными образованиями проводим работу по вхождению в эту программу на 2024-2025 год еще дополнительные объекты. И в этом году они будут все отбираться. Сколько получится заявить в эту программу, сейчас покажет время. Муниципалитеты все активно работают с госэкспертизой, с проектировщиками по подготовке необходимой документации. Федеральная программа, которая первоначально была направлена на капитальный ремонт школ, сегодня расширила свои границы. Москва готова помогать регионам максимально преобразить каждую школу. Это именно переформатирование содержания работы школы, потому что капремонт капремонтом до создания условий, но наши учителя в рамках уже проекта «Школа Минпросвещения» проходят курсы повышения квалификации, чтобы начать работать именно с использованием современного оборудования, которое тоже в рамках этой программы будет закупаться. Это участие наших родителей и наших учащихся в этом проекте, в той части, что они участвуют в создании вот этих условий, в брендбуке, в оформлении школы, чтобы именно эта школа стала, так скажем, местом комфортного обучения, пребывания наших учащихся. В Пальвицах уже готовы пересмотреть привычное образовательное пространство. Место найдется не только для учебного процесса. Уже отыграли аукционы, закупили новую мебель в учебные классы, новое технологическое оборудование в столовую, спортинвентарь. Также закупили мягкую мебель, чтобы организовать зоны отдыха детей. Также будет оборудована комната детских инициатив. Это новое для нас. На первую очередь капитальных ремонтов 7 образовательных объектов федеральный центр направил 260 миллионов рублей, плюс деньги республиканского и муниципальных бюджетов. И все же попадет та или иная школа в эту программу зависит прежде всего от районных властей, от скорости принятия административных решений. Мы обсудили все объекты, где требуется капитальный ремонт, выбрали, конечно же, все самые крупные наши школы в кирпичном исполнении и определили, что все кирпичные здания, конечно, надо приводить в порядок, скажем, за те долгие годы, которые они существуют. И 6 объектов, которые определили нами уже, мы проводим уже большую работу, провели аукционы, заключили договора, и проектно-сметная документация у нас уже ведется на все 6 объектов. Очень надеемся, что мы получим положительную экспертизу на данный объект, и будут все объекты включены в капитальный ремонт. Капитальный ремонт в Пальвицах финиширует в марте 2023 года. Новый учебный год сельские школьники проведут необычно. Начальное звено приютит местный садик. Старшеклассники будут ездить в соседнее Часово. Это 40 минут в одну сторону. Еще и вторая смена. Но эти неудобства сельчан не смущают. Все понимают, такой шанс выпадает не каждый день. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.